Следующий выступающий, пожалуйста, вам слово. Вот уже несколько лет подряд некоторые государства, члены ОБСЕ, стараются повлиять на правила регистрации и участия неправительственных организаций, особенно оппозиционных активистов, на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческим измерениям. Мы благодарны руководству ОБСЕ и организаторам данной конференции, что, несмотря на ультиматумы, а иногда, к сожалению, шантажирование некоторых правительств, не поддаются этим необоснованным давлениям и сохраняют суть этой конференции как уникальную возможность обсуждать проблемы, связанные с правами человека в регионе ОБСЕ, дискутировать и также иногда критиковать тех, кто нарушает взятие на себя обязательства. Мы рады, что после двухгодичного бойкота правительственная делегация Таджикистана в этом году присутствует на данном мероприятии. Хотя неделю назад, как было здесь уже сказано, они пригрозили, что будут закрывать офисы ОБСЕ по стране, если на этой конференции будут участвовать представители отдельных политических партий и движений, в частности партии Исламского возрождения, председателем которой я являюсь. Мы считаем, что язык шантажа и угроз, с помощью которой привыкли говорить руководство страны со своим народом, не приносит успехов в разговоре с международным сообществом. Мы очень сожалеем, что правительственная делегация вместо того, чтобы говорить о ситуации по правам человека и какие шаги предпринимаются властями для улучшения ужасающей ситуации в этой области, они в очередной раз старались сегодня использовать еще одну возможность очернить своих оппонентов и переложить ответственность за все происходящее в стране на их плечи. Закрыв все возможные каналы для конструктивной критики и диалога внутри страны, власти Таджикистана стараются перенести эту практику и на международном уровне и стараются ограничивать деятельность своих оппонентов за рубежом. Обвинить своих оппонентов, в том числе и нашу партию, в терроризме и экстремизме, также под прикрытием борьбы с терроризмом, власть закрыла в тюрьму сотни политических деятелей, адвокатов, журналистов, религиозных и гражданских активистов. К сожалению, вопреки всякой логике и здравого смысла, была попытка со стороны властей Таджикистана недавно использовать последние страшные преступления против велотуристов, где было убито 4 иностранных граждан, против нашей партии. Мы, осудив это преступление, также выразив соболезнования родным и близким погибших, требовали, чтобы было проведено тщательное следствие с участием тех государств, а в данном случае США, Нидерланды и Швейцарии. Экстремизм в регионе присутствует, с ними надо бороться сообща в рамках законов и с уважением основополагающих прав граждан. Но одними репрессивными методами, всевозможным ограничением прав граждан невозможно бороться с терроризмом. Более того, эти действия могут стать факторами дальнейшего роста радикализма и экстремизма. Наша партия, вновь созданная коалиция под названием «Национальный альянс Таджикистана», готова дальше сотрудничать в борьбе с терроризмом в регионе. Спасибо вам большое.